Четвертая неделя звычайная. Хочам прасіць Пана Бога, каб мы выкарысталі гэтыя некалькі гадзін, якія нам яшчэ асталіся да святкавання Божага нараджэння. Каб гэты час, якому цяпер трываем, мог дапамагчы нам яшчэ больш прыблізіцца да нараджэння Езуса Хрыста. Гэтую святую імшу справую за ўсіх вас, за цэлую нашу парафію. Каб час Адвенту, які заканчваецца, быў добрым часам падрыхтоўкі нашым на жыццё вечнае, да якога мы ўсе пакліканыя, да гэтай святасці, якая нам уже перададзеная. А для памерлых прашу аб гэтай святасці, каб ім было адчынена валадарства небеснае. Перапросім за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами.
змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. У всемогутный Боже, просим Тебя, уяви наше сердце Твою ласку, как мы, познавши гражданское звествование уцелования Христа, Твоего Сына, размуку Его и крыш были доведены до хвалы у воскрешения, Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и володарит в едности Духа Святого, Бог разу все веки вечные. Читання книги пророка Михея. Так каже Пан. А ти, Бетлеєм Ефрата, найменше ти сирот племenu Юди. Себе вийде для мене той, хто буде владаром у Ізраїлі, і похоже на його справедливо, а вічних днем. Тому Пан не кине їх до часу, покуль не народить та, яка повинна народитися. Тоді решта братов ягоних вернеться до синов Ізраїля, і встане, і буде пасвість їх мocою Пана, увеличи імені Пана Бога свого. І вони будуть жити безпечно, бо тоді він буде узвеличений аж до межу землі. І буде він спокоєн. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Пастир Израиля, послухай, який сидиш на херувимах, з'явися, обути свою могутность и приди нам на порятунок. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Вернися, Боже, могутям, погляди святосом и покаж, и наведай гэтый виноградник. Заховай тое, что посадила твоя правица, паросток, який ты умацовал для себе. Боже, обнови нас, и дай нам спасение. Нехай буде рука Твоя над мужем правицы Твоей, над сыном человечим, якого ты умацовал для себя. И не отступимся мы от Тебе, оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Боже, обнови нас и дай нам спасение. Читання послання до Гаврею. Браты, Христос приходит у свет и каже: «Ахвяры и приношения ты не захотел, але тело подрихтовал мне. Всеспаление и ахвяры за грех не досподобы тебе. Тогда я сказал: ось иду, як у початку книги написано про меня, как выконывать волю твою Божию. Перед этим он сказал: ахвяруй и принашивай все спаления и ахвяру за грех, якие приносятся поводле закона. Ты не захотел и не уподобал. После он сказал: вось иду, как выконать волю твою, отменяя первое, как установить другое. Поводле этой воли мы раз и навсегда отвечены ахвяру тела Иисуса Христа. Это
Слово Боже. Дякую Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Ось я слуга Бога, нехай не станется подле Твоего слова. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Божьей руки. Собравшаяся Мария у тыя дни поспешила у горную краину, у город Юды, и увайшла у дом Захарии и привітала Альжбету. Коли Альжбета почула привітання Марии, узваротнулась дитятка во лоне, и ей наполнилась Альжбета Духом Святым, и ускрикнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улоня твоего. И откуль мне это, что мать Пана моего пришла до меня? Бо коли голос привітання твоего зазвучал в ушах моих, узварухнулась от радости дитятка во лоне моим. И счастливая тая, якая поверила, что сполнится сказано ей Паном». Это слово Пана. Благодарю. Так, як сказав на початок, час Адвенту, це сапраўдны час з'яўляецца часам. Хтосьці бы сказаў, чаму так я дадумаўся, калі ехаў на рэкалекцыі на адны і другія, чаму Адвент і вельмі часта гучыць слова час. Час. Таму што Адвент, па-першае, з'яўляецца пачаткам новага году літургічнага, які мы ўжо распачалі ў касцеле, але таксама Адвент ляжыць у 12-м месяцы года, што таксама з'яўляецца чым? Канцом года. Czyli czas jest Adwent i początkiem, i końcem. Początkiem nowego, końcem tego, co było stare, bo narodzaje się Jezus Chrystus. Jaki symbol dla nas powinien być tego Adwentu? Że my tak samo powinni z czymś próbować, dziękując Adwentu, porwać z jakimiś słabościami może naszymi, może z jakimiś obidami gdzieś ich tam ostawić, a może na koniec ja znajdę siłę i odwagę przyjść до сакраменту исповеди и исповедаться, кого-то перепросить, кого не перепросил. Это и есть час особливый, того что распочался новый час. Новый час, який хоче Бог дать, а этот час является с Богом. Бо народжается той, до кого можем дотронуться, докрануться. Слово, якое докранула мати найсвятейшей, народилось у ней. Але человек у сучасном свете завжди думає так, як що йому завжди хопить ще часу. Як нам хтось сказав, було 48 годин у сутки, нам би не хватило этого часу, как переробить стих обов'язку, які ми сьогодні робимо. Не хватило бы, поверьте вы мне. Так что не турбуйтесь, 24 не виробляйтесь. Все буде добре. Якийсь спосіб Бог это дополнить. Есть такий анекдотик про старого дьявола. Был этот старый дьявол у пекли, и он создал такую школу. И в этой школе научал молодых дьяволов, или дьяволков таких. Научал, в який способ поправно спокушать людей. Наука тривала 3 года. Як кожна наука, на конце має що? Екзамен. Квіз якийсь. Ну и дьявол старый собрал всех молодых дьяволов на сале, на великой, и говорит так: задам вам только одно питание. Кто поправно откажет, то вот теперь у эту хвилину посылаю, как спокушал людей. Питание звучит так: у
який спосіб ти будеш спокушать людей? Перший тяне руку вгору, так что аж отрывается, аж не может. Ну добра, скажи, в який спосіб ти будеш людей спокушать. А вот я скажу людям, что Бога нема. Все, это старое, мы уже это пробовали, это уже не працує. Говоришь людям, что Бога нема, а он и так есть, они это ведают. Не, вы смели его, выпилили, вытыкали пальцами и выкинули с сали. Не стало экзамен. Проблема. Наступную руку подносите. А ты что скажешь? Я скажу людям, что гэты грех уже не есть грехом. И уже не обовязково. Подумал старый дьявол, это добро, так. Коли человек поверить, что это не является грехом и уже перестанет с гэтага споведаться, там не вам прийти нашего богатства темности. Вот тогда мы будем уже только смолу варить и возить. Добрая речь. Добра, шмат гэтых людей зведешь. Але третий подносит руку вгору. Вот. А ты что скажешь? Як будешь людей сводить? Что стенового придумал? Я скажу людям, что еще мают час. Запала такая тишина. И дьявол говорит, вельми добра. Гэтым потянешь миллиарды людей до меня сюда. Бо коли человек поверит, что еще має час, как быть добрым, маю час, как еще научиться, маю час, как зробить карьеру, маю час, как еще верить в Пана Бога, маю час, как змінити своє життя, я маю час. То навошта мне jeszcze теперь менять что-нибудь? И сапраўды поглядите, як шмат людей поверила, что маюць еще часу, вось тылю-тылю, и не ходят ни в костел, ни в церковь, не шукают Пана Бога, не лечатся с другим человеком, живут для своей выгоды, думают только и выключно про свое и думают, что являются вузкою света, по якій помруть, та і всі справи повпадають. Свет сучасний імкнеться все наперед и наперед. Колись, дети, кто-нибудь из вас ездил бричкою? Люди ездили постоянно бричкою. Конем на возе сядишь и поехал. Я так само колись несколько раз уехал в костел такой бричкой, автомобиля не было. И человек говорил, не маю часу, на самом деле не маю часу, но эта бричка на медленно поволі едет. Сегодня человек має автомобіль, який розвиває худкость більше 300 км на годину. Так само говорить, не маю часу, замало этого часу. Колись ездила такая тюхтя, паровоз такий, развивал скорость там 60-80 максимум на годину. Теперь уже у Польши тестируют новые поезды в одном свете, недалеко Ясла, которые будут развивать худкость больше 500 км на годину. Разумеете, година прошла и уже туда 10 пол Европы проехали. Ничего себе, представьте. Невідомо, чи організм людський видержить, але десь можна як хутка. Колись телефон стаціонарний був тільки на вёсці один, якщо там треба було йти по вёсці, кудись позвонити до когось близького, а не пойти вислати не факс, а як називалося там, ну, да, телеграм вислати. Ой, там треба було намучитися чекати в очереді, платити кожну літеру заплатити, не тільки слово, за кожну літеру платилося. Человек экономный был. Сегодня мы уживаем телефоны как мобильные. Тогда не хватало часу, как с людьми поразмовлять по его телефону. Сегодня маем мобильные телефоны, и так само не маем часу, как с людьми поразмовлять. Наложим в эти мобильные телефоны. Свет все худшее и худшее имкнется. Видите, интернет, когда был, и шел по проводу от телефона, потом придумали провод от интернету. Сегодня уже стекловолокно, и еще придумают квинту. По квинте вообще нельзя худкий интернет. Пробуйте, который развязать такой способ. Ничего себе, свет развивается вперед. А куда он идет? Куда идет в яким напрямку? Куда все спешат? Думают, что коли будем худшее бегать, чи наше життя становится? Нет. Нет. Чи этих обовязков меньше? Нет. Все больше и больше. Человек не задумывается, что был початок, будет конец. И вот в этом есть адвент. Как мы себе припомнили, на то, что мы живем. Сегодня человек вельми часто раздумывая, мы 10, там, как кто-то скажет, год тому назад заробил какую-то помарку, может 20 годов тому назад, а может 10 тому назад. И эта помарка
з'являецца скуткам маіх нешчасцяў, а можна моей хваробы духовай, што я такія грахі чыню. І хтосьці бы сказаў, як бы я хацеў вярнуцца да того момента, калі я ўчыніў гэты грэх, каб уникнуць гэтай справы, гэтай сітуацыі, каб сёння не мець скуткаў гэтага граху. Браты і сёстры, і мы так раздумваем вельмі часта і сажалеем. Але гэта не ёсць дарога да навяртання, не. Альбо хтосьці скажа, я заўтра буду мяняць сваё жыццё. Гэта таксама не ёсць дарога да навяртання. Час адванту – гэта час, які ты маеш цяпер. Час карпе дiem. Хватай дзень, лови хвіліну, якая ёсць у твоих руках. Цяпер не тое, што было і скуткамі, што я цяпер. Бо як я наважу філасафаваць, раздумаць, пісаць апавяданні, я тым не змяню сітуацыю, якой я цяпер знаходжуся. Не змяню нічым. Я магу змяніць толькі гэтую хвіліну, у якой я сёння знаходжуся. Калі паглядзім, стаяць тут сходкі, і праз 9 дзён Пан Езус з гэтых сходкаў спускаецца ўсё ніжэй, ніжэй, ніжэй. І ўжо не валам, уже 3-й дзень трывае до конца, аж тут ладно сказаць, да нараджэння. Але можа для чыгосьці конца. Мы павінны падумаць, якое наше жыццё ёсць. Чи сапраўды, калі Езус Христос народзіцца, чи Ён народзіцца у маім сэрцы, гэта ўжо залежыць ад кожнага вас. Веру в одиного Бога, Айца Всемогутного, Стварителя неба и земли. И в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца наружного, первенщими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померков, Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв про пророков, веру в один и святый королевский апостольский костюм, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вічного в будущем світі. Амінь. Ісус, якого ми чекаємо, уже присутнічає серед нас і наповняє нас своїм духом. У гэтым духу узнесем наши супольные просьбы до Бога Отца. Молимся за всіх християн, щоб вони подрихтувалися до найбільшого святу, не тільки матеріальне, але так само і духовне, всі прощення. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Дух Святый наполняя его своим светлом апостольской праці, тебе прощення. Вислухай нас, Пане. Молимся за женщин, які чекають народження дитяті, щоб щасливо пережили всі тяжкості і спознали радість дитяцтва, тебе прощення. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто сьогодні вимушений працювати, щоб серед своїх занятків вони знайшли вчасну зустрічу з Христом, тебе прощення. Вислухай нас, Пане. Молимся за самотних людей, під час свята Божого народження ми спознали людською тут доброзичливість і любов, тебе прощення. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой Євхаристії, в Христі Божого Сина, повеличив у наших сім'ях взаємну любов і єдність, тебе прощення. Вислухай нас, Пане. Молимся за целую нашу парафію, за кожного з нас, присутного, каб гэты адвант, які мы уже небавом заканчиваем, был для нас добрым чаканням новых часов, якія мы можем выкарыстаць у нашым жыцці, а для наших померлых об святости у небе тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный вечный Боже, який прагне спаўлення ўсіх людей, выслухай наши молитвы и учеников, наши дни были наполненные
спокоем праз Христа Пана нашего. Номер 130. Jezu маленький, как наша Таня, зверой держу я Россию, свет поднялся, Богом управе, сердцем своим я славу. Молитесь, как мою и вашу офиару, и заупокойте те могутные. Дай вам Бог принять отряду из рук твоих, на прославление и хвалу имя своего, а до само на корысть нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, нехай Дух Твой, який своей мocою наполнил Наисвятейшую Панну Марию, осветить дари, что на Твоем алтаре мы складаем, праз Христа Пана нашего. Гору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Правды одна и справедлива, слушна и избавительна, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Отче всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Яго предсказывали все пророки, Дева Мать носила Его под сердцем с невимолвной любовью, и нас Креститель пророчил про Его присте, и обвестил Его присутность род людей. И Он дає нам ласку з радостью подрихтоваться до святого народження, каб знайти нас, коли прийде, повних удячності у молитовних чуванні. Тому з анgelами, архангелами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом всеми воскликаючи. Святый, 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 Пан всемогутный, небо и земля, полные хвалы, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышинях, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб
і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Вярите і їжте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć». Geta wielka tajemnica wiery, Обещаю смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominający śmierć i związek powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костер Твой рассеянный по всем свете, удосконаля его в любови разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Юзапом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, про всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з этого світу, и дозволь им убачить святво обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным ксяндзом Брониславом Маркевичем и усіми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, Христови у Христе, Тебе, Божа Ojca Всемогутный, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу всем, якими вечная. Бог нас так полюбил, что послал нам Избавителя Своего единородного Сына, тому смирением казалось. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди королевство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего стотенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебя, Пане, слав нас от всякого Бога, дай ласкавость упокою и нашия, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были замщены вольны от греху, и захованным всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и причтя Збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое богатство и мощь, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал,
апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, и на веру костела Твоего, и пусть восставы зводно с Твоей воли дарить его супокоем и верностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, няхай завсёды буде з вами. Дайте ближнему знак супокою. Баранок Божий, який береш гріхи світу, змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами. Баранок Божий, який береш гріхи світу, змилуйся, змилуйся, змилуйся над нами. Баранок Божий, який береш гріхи світу, одари нас супокоем, супокоем нас одари. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Ти увійшов до мені, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа. Номер 137. Дайте небесы, росы слышением, хвалы пошлите, Бога неси. Не устранят беды, устремай свой горечь, дай твою милость, спася конце Божа. Дайте небесы, росы слышения, хвалы пошлите, Бога неси. И все люди рады, солнцем свету, дивы проказе. Дайте небесы, росы свыше,
силу, дай найстрашнее наших сердца раны, дай нам дорогу, має быть спасенным, дайте мне просы, просы свыше, мары страшните, Богами силу, юном сутеся, ты забудься долю, суда такой, придешь ты на волю, дайте небесы, розы свыше, мары страшните, Богами силу, двери открыта, еще ласки Божья, дайся нам спать, все переможем. Номер 135. Вот зазоры всех святил, свет скорбечный верных сил, Христиан, убийте просьбы выслухать чудиво от Творца. Спочиваючи нещастя, що загинув знову щастя, серця мови визволяй, благословенна сохраняй, от Творца. Света вечеру явился, наша них и нам явился, еще долго делай нам, ты уморозил детей от Творца. Так попутай Божий, Божий, через голову верный год, Ай, тебе навстречу мир, молода, справедлива, Твоей любовь, Твой помощник Господь, от Творца. Вот зазоры всех святил, свет сердечный верный сил, Христиан, убийте просьбы выслухай чудиво от Творца. Номер 142. Своей Троицы наисвятейшей, Божьей Деве наичистейшей, всегда нам
есть разом такие, не поломайся, Мария. Спаси Божие причины, ты народишь Бога Сына. Будь Иисуса названий, Боже Сину шанований. Он наибольший, скажопожный, необычный в свете Божьем. Бога вечно посогревший, солнце свету уступивший. Якщо може високує, каже Пана не покорі. Мужа я ще не знала, отказал о нем так стало. Сына Дух Святый понурить, чести нельзя больше скорость. Паном это верить стала, неудячно промовляла. Хай не зменится ничего, я служить готова Богу. Коли это моя Божа, будет так, як ты хороший. Молимся. Всемогутный Боже, в Евхаристии приняли задаток вечного исполнения. Найпросим, как мы рихтовались до святкования таемницы нарождения Твоего Сына с тем большей положностью, чем ближе и надыходит свято наше разбавление, раз Христа Пана нашего. Объявы. Расклад імшаў на гэтым тыдні 23 снежня. Гэта ў панядзелак святая імша ў 6:45 ранне і ў 19:00. 24 снежня ва ўторак апошняя святая імша ў 6:45 ранне. У гэты дзень згодна з традыцыяй абавязвае пост сціслы. Гэта 24 снежня. У 22 і ў 24 адбудуцца двойчы пастэркі ў нашай капліцы, на якія запрашаем. 25 снежня ў сераду урачыстасць нараджэння Пана нашага Езуса Христа святыя імшы адбудуцца тройчы. У 9 на польскай мове, затым у 10:30 і ў 12 на беларускай мове. Пасля святой імшы ў 12 гадзін да нашай парафіі прыедзе святы Мікалай. 26 снежня у чацвер свята святого Стефана Першамученіка, другі дзень святаў, святыя імшы у 8, у 15 і 19. 27 у пятніцу у спаведь святого Яна Апостола і Евангеліста. У гэты дзень абавязвае адбудзецца благаслаўленне віна. Таксама гэта пятніца, у якую можна спажываць мясныя стравы. У 27 снежня у пятніцу святая імша адбудзецца толькі з раніцы, чылі у 8 гадзін раніцы. 28 снежня субота свята немаўлятаў мучэнікаў, таксама благаслаўленне дзяцей. Святая імша адбудзецца ў 19:00. Наступная недзеля, недзеля святой сям'і Езуса Марыі і Юзафа. Падчас кожнай святой імшы будзе адбывацца аднаўленне абяцанняў сужанства. Яшчэ раз расклад па коратку, які знаходзіцца на дошцы аб'яў, можна сабе зрабіць фотаздымак, можна вайсці на нашыя старонкі Фейсбука, ВКонтакте, в Інстаграме, і там ёсць таксама праграм святкавання ў нашай капліцы. Зрабіць сабе фотаздымак, а потом ведаць, калі што будзе адбывацца. 23 у панядзелак у 6:45 і 19, 24 у 45 апошняя ранняя пастэрка у 22 і 24, у Божае нараджэнне у 9 і 10:30 у 12, у другі дзень свята у 8, 15 і 19, у пятніцу у 8 гадзін толькі раніцы і ў суботу у 19 увечары. Сёння пасля кожнай святой імшы адбываецца вігілійны кірмаш.
можна набувати святочні речі на вігілійний стол. Дякую всім, хто причинився до приготування різних речей, усі ахвяри складені на будову санктуарія. 25 снежня, паводле традиції, кожен, хто духовно усиновив і штоденно молився, а ненароджені діти, приносять у гэты дзень до алтара кветку, як подяку Пана Богу. Можна набывать оплатки на вігілійний стол, ахвяры з іх предназначенные на будову. Оплатки знаходяться по левой моей стороне, там при окне, при конфессионале. Есть коробка, там где одна оплатка, и там где две оплатки. Запакована там образик якийсь, так само формула отбытия более-менее короткая вигілії Божого народження. А так само там есть сено, которое вы запытали, на что это сено? Нет, это не крутить пайки, не полить. Это так само не парить харбату, некоторые не верят, потому что это сено там находится в этих оплатках. Это не для пригожости, не для запаху. Зрештою, парить харбату, ну небезпечно, бо там, відомо, лодка була пригожая, хорошая, і так само коровки ходить. Это сено, якое для традиції кладеться под оплатки. Так само на это сено стереться якийсь степенний платочок, і ложиться оплатки як символ того, що Ісус Христос народився. На сене. Альбо некоторые ложат это сено на брус, накрываете брус и накрываете стол. Так само это махчима. Вы уже 7 годов тут оплатки маем с сеном, а некоторые потом думают, на что это сено будет, приходят в хату, уже грызутся, уже идут. Святое сено от коровы святое. Я не щиро говорю, просто вам тлумачу. Коли есть там оплатки запакованные без сена, то есть у коробцы, особенно у пакетиках. Сено напасованное, сколько ходится, столько чем есть, мешок стоит с дровами. То стоит объяву посіла. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у найсвятейшому сакраменті. На гэтым тижні вона буде редка, бо в вівторок, у середу, у п'ятницю, у суботу адорації не буде. У інші дні від 14 до 19. У аўторак вігілійний капліца наша буде адчинена тільки до 17 годин. Бо наша дежурная, вона так само ходить до хати, каб собі так само спожити вігілію. Зрозуміло, не? Так що, хто би хотів набути заплатки, на башні момент. Кожний день можна скористатися сакраменту сповіді. Дякую усім тим, особливо, які це учиняють у звичайні дні, бо відомо, у неділю, у мене черги великі, я усіх можу не вистояти. А саме я так, що які ходять у звичайні дні, приходять до сповіді тільки у неділю. Довідається, у мене тут таке серце дрижить, кучає трошки. Я можу не чачувати якусь покуту вас більше. Жартую, конечно, ну, але, так, розумієте, так само мені, що тоді я не даю ніякого напустя, тільки відпущення грехов і далі у дорогу з Паном Богом. Столько, что я хотел сказать. И так само, когда никого не успею высказать, расповедай после Иши, так само будет споведать, когда кто бы жадал поступить до сакраменту покаяния. Дякую вам всім, що споведаєте і що виступаєте з чистим серцем справді. Коммуникантов идет вельми шмат, вельми шмат. Потом скажу под конец года, сколько мы раздали у этом годе 1000 коммуникантов. Адорация Пана Єсуса у найсвятейшем сакраменте была. Отбывается. Дякуем за ахвяры на будову, супольную индивидуальную молитву, за спеву праву литургичную, за пробирание каплицы, катехатичной залы, тем, кто дежурил, тем, кто был на субботнике, так само. Дякую. Помолимся за тих, хто святкує дні народження, іменини, юбілеї, чекає народів дітей, добродіїв, охтеродавців, і кожного з нас, доручаючи под опіку Матці Божої Ружанцової, Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не поражай моления наши, и от всякой злой приходи, выбавляй нас заснуть, Анна хвалебная и благословенная, упование наше, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас наставай. Добре, что вы есть, что приходите, примите Божие благословение, и в семьях подумайте, коли вы уже хотели запросить ксенза на коляду, вы уже без нас начинаете ходить раз на Новым годом, коли кто уже дал. Пан з вами.
Нехай нас благословляє Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа, покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будушствують по світі. Амінь. О, сидеть